Первый этап оздоровления реки Сунджи прошел строго по плану. Теперь, начиная с соседней республики до Магаса, русло реки полностью соответствует стандарту. Заметно, как одна часть реки протяженностью в 1300 метров полностью очищена от накопившегося за многие годы ила. Также рабочие избавились от островков с булыжниками. На глубину от 120-150 сантиметров надо было расчистить русло реки. В некоторых местах сечение достигало от 20 до 100 метров. Русло реки было уширено, чтобы нормально противопаводковые мероприятия проходили 5% защищенностью, чтобы вода могла спокойно, беспрепятственно пройти по руслу реки. Работы провели в рамках реализации федерального проекта сохранения уникальных водных объектов национального проекта «Экология». Как делится заместитель министра природных ресурсов, подобную работу они должны проводить каждые 6 лет, а на этом участке ее проводили в последний раз 10 лет назад. В 2022-2021 году комиссия обследовала это русло реки и пришли к выводу тому, что необходимо, потому что была захламленность, заиление. Тут страшная картина была. Вот даже мы можем на том участке, где не производились работы, посмотреть, да, и будет видна картина. Там, где проведена работа, и там, где придется проводить работу, мы увидим, да, идет деградация, была деградация русла, да, поэтому необходимо мероприятие проводить в течение 5-7 лет. Очистка реки Сунджа в Магасе проходит в 2 этапа. Всего из федерального бюджета было выделено 60 миллионов рублей. Рабочим предстояло очистить русло от 250 тысяч кубов балласта, а это почти 32 тысячи самосвала. В этом году освоили 25% выделенных средств. Второй этап, заключительный, его планируют закончить в следующем году. Русло реки Сунджа очистит до въездного моста Магаса. Проект с собой включает общая протяженность этого проекта 3 километра 650 метров. На следующий год заключительный этап, это на 2 года программа, 2023-2024 год. Планируем в 2024 году досрочно закончить этот объект. Постараемся. Подрядчик заверяет нам, что это в силах его. Реализация национального проекта коснется и других рек республики. По словам сотрудников Министерства природы, Ингушетия имеет массу уникальных водных объектов, которые нуждаются в комплексном оздоровлении. 2024-2025 год планируется расчистки и руслорегулирующие мероприятия на реках Назранка, Сунджа и Ас. После очистки рек Сунджа Минприроды планирует выпустить 73 тысячи мальков, чтобы восстановить популяцию рыб в реке. Важно отметить, что очистка русла входит в процесс мендрирования. Это когда поток воды формирует по его извилистому пути, а в случае паводков изгибы будут служить тормозом для быстротекущей воды. Адам Гулоев, Султан Булгучев, Новости 24.